Всем привет, друзья, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы продолжаем нашу игру Сомма, и мы остановились на том, что у нас не получилось разобраться с предыдущим побегом на ковчег. Что-то случилось, короче, нас кто-то обогнал, как сказала Кэтрин. И у нас план Б. Нам надо что-то делать по-другому, чтобы попасть на этот ковчег. Что-то надо сделать. Кэтрин сама пока вроде как не понимает, что ли, я так поняла. Ей надо в этом помочь. Сейчас мы будем разбираться. Установить передатчик на ковчег. Энергоблоки, инструменты, наладочный набор, дополнительный кислород, допуски на П2. Наверное. Мы вчера это ничего не читали. Энергокостюмы Хаймацу. Руководство по использованию. Соблюдаете указания. Вы убережете от несчастных случаев и самих себя, и своих коллег. Наденьте неопроневый нижний костюм и ремни. Проверьте на наличие видимых повреждений. Закрепляйте части костюма на ремнях снизу вверх, начиная с ног. По мере сборки скрепляйте части костюма друг с другом. Для закрепления спины и торса понадобится помощь напарника. Нажмите кнопку «Запечатать» на рукаве костюма. Вы должны услышать звук запечатываемого костюма. Костюм начнет выравнивать давление и подключится к кислородному баллону. Если костюм не запечатывается, повращайте амортизирующими элементами и повторите попытку. Если это не поможет, не пытайтесь починить костюм самостоятельно, свяжитесь с ремонтной службой. Внимание! Эко очень тяжелы, и их масса компенсируется приводами. Вы будете сильнее, чем обычно. Будьте осторожны при использовании эко, соблюдайте обычные правила безопасности. Не задерживайте дыхание, не оставайтесь в воде слишком долго, не погружайтесь слишком глубоко, не погружайтесь при неисправном оборудовании. Какой-то костюм, что ли, здесь будет? Или что ли? Так, ладно, давайте. Надо вот это, походу, присоединить. Так, проверка памяти. Обнаружено повреждено прим. Что-то там необходим перезапуск симуляции. О, что это? Пак, Сома, чел. Так. Ничего не понятно пока. Документы, решения. Я решила закончить проект «Ковчег», используя уже сделанные сканы. Прошу прощения у всех, кто хотел попасть туда, но не успел пройти сканирование до остановки проекта. Со времени добавления последнего образа прошло 2 месяца, и я при всем желании не смогу снова добиться от всех вас того же уровня поддержки, что так помогало мне в начале проекта. Простите, я не хотела, чтобы люди лишали себя жизни. Я не намеревалась обманывать кого бы то ни было. Я просто хотела спасти хоть что-то. Доктор Кэтрин Чун. Что надо сделать? Установить модуль интерфейса, запечатать капсулу «Ковчег», спросить разрешение у Фаркурейна, проинструктировать Ивашкина, Линдоу, Педерсона и Хилла, доехать на шаттле до Омикрона, забрать энергокостюмы, спуститься на подъемники в бездну, собраться на Тау, отправиться к месту запуска, загрузить снаряд, запустить ковчег. Пеленгатор ковчега. Так, погоди-ка. Что это такое? Это исследователь состава. Костерс его использует, чтобы проверить структурную целостность груза. Ясно. Вы можете туда залезть. Если бы я знала, из чего вы сделаны, я бы быстрее разобралась. Как поместить вас в ковчег? Ну, я бы попробовала. Ну, давайте посмотрим. Немного тесновато. Вы выключаете... Чего? Вау. А радиации мне бояться надо? Я думаю, нам это уже лишнее. Интересно, вы, похоже, единое целое со своим скафандром. Вы все сошлось воедино. И так как тогда бы
был с костюмом. Мне кажется, они там больше, вы прямо в этом поместитесь. Читаю как дурак. Имаджин, кто это? Кажется, основой для вашего тела стала одна из моих старых коллег. В череп был вставлен стандартный энцефалочип для роботов вместе с считывателем данных. Структурный гель спаял во всю конструкцию воедино. Потрясающе. Я что, ваша старая коллега? Ну, тело от нее, Имаджин Рид. Какой ужас. Эй, не говорите так, она была была ко мне добра. В общем, энцефалочип — это хорошо, значит, мы сможем передать ваш разум в ковчег через место пилота. Мы девушка. В теле девушки. Я же наполовину труп. Да, логично, вы подумайте, вспомните все недалекие умы, которые мы тут видели. Просто оживите мертвое тело, очевидно, что этого недостаточно. А в теле робота люди становятся не очень надежными. Вы лучшие из обоих миров. Крепкий разум в крепком теле. По крайней мере, мы знаем, как попасть на ковчег. Вроде того. Я понимаю саму концепцию, но подробностей не знаю. Хотелось бы понять, как формулируются и обрабатываются данные образы. То есть мы Саймон в теле девушки. Ковчег даже с виду не очень большой. Я так понимаю, о сглазе вы не слышали. Простите, я забыла, что у вас были в ходу суеверия. Опа, у нас получилось. Наконец-то. Попробуйте загрузить образ-заготовку, вряд ли это сложно. Я хочу убедиться, что понимаю, как формулируются данные образы, прежде чем мы начнем работать с настоящим ковчегом. Запустите стимуляцию и нажмите на паузу, пока выполняется код, так как я получу срез процесса. Загружен модуль систем погод атмосфер. Так. Окей. Да, конечно, все так точно, так идеально. Сам себя не похвалишь. Что? А, да. Все. Ой. Мы закончили, можно теперь идти на Мигрон и искать мне новый костюм? Да, нам пора идти. Хотите взять про запас этот ковчег? Нет, он не поможет, это просто прототип. Отлично, предпочитаю идти налегке. Идемте, не забудьте взять меня с собой. Наконец-то мы продвинулись, все, идем дальше. Так, я надеюсь, здесь мы никого не будем встречать. Все-таки будем, наверное. Строймер. Брэндон, ты где? Все вышло из-под контроля в секторе РД-4. Ты отвел всех вниз? Да, пока что мы в безопасности, но тебе надо поторопиться. Они узнают, где мы, и придут за нами. Об этом не беспокойся. Лестницы заблокированы, лифт я отключил. Вынул из замка соединительный чип. Зачем? Ты ведь теперь тоже застрял. Только так все вас можно уберечь. Садитесь на шаттл, отправляйтесь на Омикрон. Черт возьми, Ван, вот не мог бы ты бы без Гермейна... Удачи, сэр. Скажите Элис, что я ее люблю. Работает. Ставьте соединительный чип. Чип нужен сюда. Чего-то не хватает. Блин. О! Так. Где кто орал? Так, тихо, тихо, тихо. Лучше дверь закрыть.
Сара, черт возьми, как мы можем быть уверены, что ковчег выдержит? Каждый запуск лотереи, вы это знаете. Хотелось бы показателей получше. Да что вам до них? Это же просто данные, так? Ну да, просто данные. Так, а здесь больше ничего нет, да? Выживание сильнейших. Вау. Кто-то пока по вентиляции ходит. Интересно, кто? Чужой, что ли? Так. Куда нам идти? Здравствуйте. What? О, чего? На нее тоже не надо смотреть. На них тоже не надо смотреть. Вот эта штучка. Нет, 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 сюда не иди. Ой, я же в тупике. Куда я пойду-то? Уходи, уходи, уходи. Прочь, прочь. Жесть. Походу, он жестко бесится, когда бегаешь. Как мне пройти дальше-то? Так, спокойно, спокойно. Так, здесь тупик. Эта тварь пошла туда. Мы пойдем сюда. О, это что такое? Что-то непонятное. Здесь ничего ценного нет вроде, да? Так, на корточках пока походим. Более-менее безопаснее. Воу.
Так. Здесь тоже ничего полезного. По порядку, не спеша, в каждую комнату заходим, смотрим. Строймер, вы тут? Я тебя слышу, Брэндон. Что у тебя? Акерс и его злыдни как с цепи сорвались, срываются на каждый шаг, мимо них не пройти. Значит, будем драться. Нам надо пробраться к шаттлу и закончить как Шанки Адамс? Нет уж. Слушайте, я отвлеку их, выманю на себя, а вы выведите людей на станцию. Стой, Брэндон, что ты делаешь? Не волнуйся, Элис, я вернусь, как только вы уйдете в безопасное место. Загружайте шаттл и готовьтесь к отправлению. Ты точно уверен? Я сегодня умирать не планирую, сэр. Увидимся в шаттле. Ай, бедный Брэндон. Так, а где мы? Опа, где-то рядом ходит. Закрыта. Система неисправна. Автоматическое срабатывание замком. Оставшиеся ресурсы на отправление. Чего? Что-то повреждено. Здесь очень много всего. О, сюда надо что-то вставить, что ли? Список дел. Пережить проект Ковчег. Прекратить массовые самоубийства. Отослать К и команду прочь. Охранять людей. Наслаждаться Армагеддоном. Акерс не один. У него как минимум 3 существа под контролем. Проверить и задраить двери. Спуститься, уехать на шаттле на Омикрон. Адамс. Ага, Лански. Под вопросом. Почему-то. Так, дальше. Так. Сюда давайте пойдем. Посмотрим, что здесь. Здесь ничего интересного вроде, да? Барадарада. Они тут это еще играли. Виселицу. Нужно быть начеку. Постоянно вслушиваться. Так, здесь мы были. Вот в этом крыле мы не были еще. Опа. О, жесть. Опа. Где-то эта тварь ходит. А, вон она. Ага. Понятно. Туда мы не пойдем. Там человек? А, показалось. Тут не работает. Сюда не попасть. Угу.
Так, сюда, значит, да? Терри Акерс — один из самых сложных случаев на моей памяти, и, скорее всего, он сам это сделал с собой. Ослепил себя и залил структурный гель внутрь. Я буду удивлена, если он когда-нибудь очнется от комы. А я поневоле вспомнила нелепую историю Харт о том, что произошло на Лямде. Неужели Нио как-то научилась менять и перестраивать Ванесса Харт. Харт находится в хорошей форме, учитывая обстоятельства. Небольшие синяки, легкое переохлаждение после долгого путешествия. Подтвердить ее рассказ трудно, так как вернулась только она одна. Кэтрин Чун. Чун, как обычно, ведет себя тихо и старается не смотреть в глаза. Она бы не пришла сюда сама, но Стромьеры требуют новую оценку ее психики. Чун вовсе не своевольна и не пытается что-то скрыть. Просто по возможности предпочитает не вступать в разговор. Ей трудно сходиться с людьми. Ей трудно сходиться с людьми вообще, в том числе и с врачами. У Кэтрин Чун слабый характер. Она идеальная жертва, над которой могут доминировать и которой могут управлять другие. Она как испуганная мышка, я не хочу ее расстраивать, так что мы с ней просто сидим и молчим до конца сеанса. Гай Конрад. Конрад мертв. Он вскипятил свой головной мозг с помощью ВРМ Мазера после того, как прошел нейросканирование для Ковчега. Явно еще один уверовавший в непрерывность, который решил наложить на себя руки, чтобы скорее попасть на Ковчег. Ой, ну, дураки, я что еще скажу? Так, ничего нет полезного. Терри Акерс, главный управляющий на станции Дельта. Первая оценка. Поступил сегодня, 16 января 2104 года. Обнаружен в скафандре без сознания в открытой воде. Заметно, что Акерс потреблял большое количество структурного геля, вероятно, несколько недель. Трудно сказать, как это повлияло на его здоровье, помимо очевидного недостатка питания, и это ли заставило его выковырять себе глаза. Небольшие количества геля всегда считались вполне безопасными, но я не слышала о каких-либо рекомендациях по лечению передозировки геля. Учитывая свойства геля, я сомневаюсь, что он ядовит, но учитывая трансформационные свойства ферромагнитной жидкости, я думаю, что следует ожидать злокачественных мутаций. Думаю, на этот счет стоит посоветоваться с доктором Эймс на станции Омикрон. Фу, что с ним стало? Мы здесь были, кажется. Да. Так, пока ничего не понятно. Куда надо идти? Нужен же чип, точно. Что-то я пока этот чип не заметила. Чип нужен. Где-то рядом здесь ходит. Вот бы его в комнату запустить и потом закрыть, а? Было бы круто. Черт, не получилось.
Где он? Блин, мы ранены. То, что он реагирует на шум, это понятно. А, он ушел. Где он? Блин, теперь мне хочется это сделать. Поймать его и запереть в комнате. Чё, ты не слышишь, что ли? Походу, он далеко. Интересно, кто это был раньше? Так, ну, в принципе, он нам больше не страшен. Мы поняли суть. Он слепой, но слышит хорошо. Что надо потяжелее, наверное. Ну и звуки он издает, конечно. В кругу пошел. Так и знала, что это ты. Вы меня не достанете, сволочи, слышите меня?
Извини, что так вышло, Брэндон. Прости, что не дали тебе покоя. А, он закрылся здесь и сам уничтожился. Форматировать надо. А, все. Кажется, помню, где это было. Так, этот монстр, походу, сзади нас. Нет, не здесь. Чё, блин, он двери открывает. Он умеет двери открывать. Чё? Это какой-то прогресс. Значит, нам не получилось бы его закрыть, он бы открыл себя. Не такой уж он и глупый, этот монстр. Повадки человеческие, походу, до сих пор остались в нем. Опа. Так, вроде он ушел, да? Пец, это что за монстр такой, который двери умеет открывать?
У меня сердце сейчас стукается так же, как у этого персонажа. Вот черт. Вот мы и приземлились. Мягкой посадки. Ой, только главное, чтобы сейчас на нас лифт не упал. О, в какую мы жопу пришли с вами. Я надеюсь, это так задумано. Don't move. Тихо, It's okay. тихо, все хорошо. Что? It's over now. Все закончилось, расслабься. Relax. Чего? Ashley, Эшли, what are you что ты doing тут here? делаешь? You know, Мы like с тобой couples do. вместе, как и все пары. We're not. Но мы же не... Я тебе нужна? Нужна, конечно. Но что случилось? What happened? They fell in love. Мы влюбились. Оу. Оу, жесть. Что произошло вообще? Так, начинается дичь, судя по всему. Ну что ж, раз уж мы остановились на такой дичи, то продолжим, наверное, уже в следующей части. Спасибо, что были со мной. Спасибо за просмотр. И ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И увидимся уже в следующей серии. Всем пока!